برای من آن زمان روز پرزیدنت خواهد شد که پرزیدنت به این مشکلات مردم ما توجه کنند. نخواهد در حدود جمهوری تاجیکستان. Власти должны услышать таджикский народ. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о тех, кто не испугался говорить. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. В течение последних дней ролик с протестным обращением водителя такси против безработицы и безразличия властей к тяжелому положению людей вызвал в Таджикистане неоднозначную реакцию. Смелое высказывание Абдусатора Пирмухамазода нашли поддержку среди многих пользователей социальных сетей, однако сам он отказался комментировать свое обращение. Представитель Министерства транспорта Таджикистана сказал, что они уже видели этот ролик. Ранее этот молодой человек работал на радиостанции Садой и Душанбе. По его словам, уйдя с работы, он сел за руль такси, чтобы зарабатывать на жизнь. Видео с его обращением было размещено в Facebook 16 ноября и вскоре стало предметом публичных и частных обсуждений. Ролик в Facebook лайкнули около 3000 человек, прокомментировали более 800 человек и поделились им более 700 раз. Пирмухамазодов в своем обращении жаловался на большие штрафы, на повсеместную безработицу в Таджикистане, а также высказался о безразличном отношении властей и о силе рабочих мигрантов. چیکار کنیم؟ شرط از مردم به کوچه ها براین. شرط از مردم به جنگ جدال پردازن. چیکار کنیم؟ Почему вы не думаете о бедных? Что они должны делать? Вы не можете найти для них работу, у вас нет для них рабочих мест. Тогда оставьте их в покое, позвольте им самим зарабатывать на жизнь, заявил он в своем ролике. بعد این خاطر رهبران دولت بیاید عذاب ندید. شخصا مرا اگر عذاب دادنی هستید این خیلی آهسته آهسته سیل کرده نکشید. Он сказал, что целью публикации его ролика в социальных сетях было привлечь внимание властей к тяжелому положению простых людей. Как вы относитесь к такому бесстрашному заявлению таджика? Свои ответы пишите нам в комментарии. Наши братья из России и других стран писали мне и предложили свою помощь. Лично мне такой вид помощи не нужен, он говорил о материальной. У меня есть силы, и если Бог не оставит, снова я буду работать. Я просто хотела раскрыть боль людей, чтобы там наверху власти знали, в каком положении находимся мы, люди на низшей ступени. Представитель Минтранса заявил, что они рассматривают способы легализации работы так называемых такси по 5 самани, чтобы облегчить их положение. И где именно работает наш сегодняшний герой. Официально власти пока не отреагировали на этот видеопротест таксиста. 20 ноября высокопоставленный чиновник Министерства транспорта, курирующий пассажирский сектор страны, сообщил, что ему известно о ролике. Так давайте его вместе поддержим и распространим это видео как можно дальше. جای کاری ندارد. پس نون زندگیشون را پیش برن. وای موندم که ما در زندگیم چیخه ما وقتی که اولادور میشم айниддин ҳастам, донишҷӯи донишгоҳи шаҳри Москав. мехостам бигӯям ки комилан бо суханҳои бародарамон Абдусаттор Пирмухаммадзода розӣ ҳастам. Вождение такси теперь стало одним из главных источников доходов для тех, кто не может поехать в Россию из-за распространения COVID-19. По сути, это наши мигранты. Кроме того, есть много людей, которые говорят, что у них низкие зарплаты и что им приходится после основной работы садиться за руль такси, чтобы заработать на жизнь. Но даже это им не дают сделать. По данным мэрии, в Душанбе в настоящее время в столице работают 11 таксомоторных компаний с более чем 2000 автомобилей. В эту статистику такси по 5 самани не входят. Но мы вам хотели рассказать не просто о проблемах таксистов, а о проблемах тысячи таджиков. И что об этом не стоит молчать, не стоит покрывать безделье власти. Напишите нам в комментарии, какие еще темы нужно донести до всеобщего обозрения, и мы с вами вместе заставим обратить внимание на них. Ведь это только частный случай с водителем такси, а сколько людей в Таджикистане без работы, которые еле могут прокормить свои семьи, у которых дети даже не знают, что такое мясо. Так давайте вместе покажем миру, что есть на самом деле, чтобы власти Таджикистана обратили, наконец, внимание на своих граждан и сделали их жизнь по-настоящему лучше, а не только по новостям. А на этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!